Чечня представлена на Кубке России самой многочисленной командой. За рингом участники готовятся к предстоящему бою. Тамерлан Баширов – действующий чемпион мира в своем весе. Он пока не знает, с кем будет драться, но в своих силах уверен. Посмотрим, все по воле Аллаха. Иншаллах, выиграем. Не надо соперника недооценивать, он тоже, как я, человек. Для участия в Кубке России по кикбоксингу в разделе К1 приехали спортсмены из более чем 20 регионов страны. Большая часть чеченской команды состоит из воспитанников бойцовского клуба «Беркут», который оказывал Минспорту Чечни активное содействие в организации турнира. Я думаю, что уже яркий пример неоднократных чемпионов мира и Европы, выходцы из клуба «Беркут», но из других клубов Чеченской Республики. Команда очень профессионально подготовлена, и я думаю, что буквально через небольшое время мы увидим яркие результаты наших спортсменов. Из-за большого количества участников в спорткомплексе «Олимпийск» сегодня 2 ринга. На одном соревнуются взрослые спортсмены, на другом – юноши и юниоры. Понаблюдать за ходом встреч Кубка России приехал и вице-президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев. Для того, чтобы людям показывать всю нашу самобытность в России, решили обязательно провести это в Грозном, особенно когда получили заявку от Республики Чечня провести Кубок России у себя на территории. Мы знаем ваше отношение к единоборствам, отношение к кикбоксу. Тем более в этом году у вас члены сборной команды 2 стали чемпионами Европы. Очень приятно, поэтому мы с радостью отдали Кубок России. Оценивает организацию турнира и помощник главы по спорту Лечи Курбанов, который сам является чемпионом мира в разделе К1. По боям смотрю, вроде неплохо, хорошие бои, но оценка только послезавтра будет, смотря кто выйдет в финал. Сам турнир, то, что проходит в Чеченской Республике по кикбоксингу, Кубок России первый раз, это очень хорошо, это большой плюс, стимул для наших спортсменов. Андрей Алексеев в Грозный приехал из Якутии. В турнире участвует 6 его воспитанников. Первый бой для команды из Якутии завершился неудачно. На ринге воспитанник Андрея выглядит активнее своего оппонента из Москвы, но подсчет очков доказывает обратное. Я сюда привез молодых ребят, которые вот только начинают набирать опыта. Хочу их обкатать здесь, чтобы они прочувствовали большой ринг, как бы. Прогноз – дело неблагодарное, я не люблю прогнозировать. Как говорится, ринг покажет. Сам турнир продлится 3 дня. В первый соревновательный день на ринге сошлись 53 пары.